Всем привет, это «Башкирские каникулы». С вами Альбина Касимханова, Дмитрий Каретко. Мы в Ишимбае, первой столице башкирской нефти. И вообще, знаете, Ишимбайский район вас очень удивит. Мы традиционно составим свои авторские туры и расскажем вам о них. А вы выберите тот, который вам по душе. Мой. Мой. Хорошо. Мой. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Гора Таратау – одно из самых любимых мест туристов и жителей Башкортостана. Священное место башкирского народа. Когда-то сюда люди приезжали стихийно, не обращая внимания на краснокнижные растения и на особую ценность природы этих мест. Совсем недавно Таратау стал ключевым объектом одноименного геопарка. Это особо охраняемая зона, где свои правила. Перемещаться здесь можно исключительно по тропинкам. Что здесь может увидеть, испытать и попробовать турист, мы расскажем обо всем по порядку. Начнем прогулку с визит-центра Таратау, который со входа погружает в атмосферу местности. Здесь можно ознакомиться с археологическими находками шиханов, разглядеть в них окаменелые останки древних форм жизни, моллюсков, водорослей, кораллов. Ведь когда-то гора была большим коралловым рифом, а сейчас по ней можно изучать историю развития жизни на Земле. В визит-центре можно узнать подробную информацию и выбрать себе маршрут и программу пребывания. Таратау – священная гора. Волшебное место для отдыха. Здесь можно отдохнуть у подножья, подняться на вершину и даже взмыть выше облаков. Новая лестница, длина которой составляет более 412 метров. 697 ступенек, на изготовление которых ушло более 75 тонн металла. Недавно построенная лестница ведет к самой вершине и позволяет сделать это безопасно и удобно людям с разной физической подготовкой. Надо посидеть. Вы знаете, лестница, конечно, не просто удобная, красивая, она очень продуманная. Смотрите, для таких неподготовленных путников, как я, есть специально оборудованные места для отдыха. Вот так можно сесть и наслаждаться. Да не, я шучу. В общем, такая мощная кардионагрузка. Я чувствую, как наливаются мои щеки. Про дыхание я уж не буду комментировать, все слышно. Ну вот она, финишная прямая, последний лестничный пролет. И ступеньки. Напомню, 697 ступенек было заявлено мною в начале. И теперь смотрите. Вот они, заветные пятерочки. 690, 691, 692, 93, 94, 95, 96, 97. Идем по тропке аккуратно, стараясь не повредить целостность флоры и фауны.
На Таратау произрастает множество редких видов растений, занесенных в красные книги Башкортостана и России. Здесь встречаются растения-эндемики, реликтовые растения, древняя флора, которая мало где сохранилась. Боже, как красиво! Ой, а вы что, сейчас полетите? Здравствуйте, Здравствуйте, Альбина. Сергей. Очень приятно. Вы прям с вершины летаете? Да, мы Вот как вот летаем. эти самые ребята? Вот прям как те самые ребята. Классно. Сейчас полетим с горы Таратау. А туристов вы берете? Туристов берем, да? Вы хотите полетать? Я очень хочу, но я очень боюсь. Знаете, я тоже очень боюсь. А тем более я с вами не полечу. Почему? Давайте вместе. Давайте бояться. Будем бояться вместе. Давайте. Идемте ко мне, подготовимся к полету. Одеваем как под рюкзак. Слушайте, мне кажется, это не рюкзак, а кресло просто какое-то. Ну, это на самом деле подвесная система. Ага. В ней вы будете сидеть как на качелях. К полету готов. Это Сергей. Погнали. Это Альбина. Побежали. Встаем. Встаем. Вперед, бежим. В смысле? А что, блин, встали-то? Побежали. Вперед, бежим. Включили. Боже, это невероятно! Дышите, все хорошо. Мы летим! Вы можете бесконечно рассуждать о смысле жизни, быть в поиске своего предназначения и размышлять о бесконечности мироздания и о том, насколько хрупка и беззащитна наша планета. Но поверьте, лучше один раз посмотреть на Землю с высоты птичьего полета в свободном падении, чтобы осознать, как прекрасен мир, в котором мы живем, и как ценно каждое мгновение. На посадке встаем на ноги, 2-3 шага вперед делаем. Ага, очень круто, ребят. Так быстро. И встаем. Отлично, 2-3 шага вперед. Ладно, и так тоже хорошо. Стоим. Давайте. Подождите. Чё, как это было? И на небе круче, чем на земле. Это просто восторг, это просто... Сбылась моя мечта, это вот прям я летала, как птица, парила. Если вы не взлетите в этом году, нельзя так проводить лето. Давайте кулачок. Круто. Спасибо. Я это сделала. Верхотор – старинное село на окраине Ишимбайского района, раскинувшееся вдоль речки Тор. Место удивительное. И все благодаря когда-то существовавшему здесь, угадайте чему? Конечно, медиплавильному заводу. Поэтому и архитектура строений здесь вызывает приятное благоговение, даже несмотря на довольно потрепанный внешний вид. Но обо всем по порядку. Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас на нашей верхоторской земле. По старинному русскому обычаю, встречая гостей, мы стелим им шубу, символ тепла и домашнего уюта. Шуба тепла их мохната, жить вам счастливо и богато.
Сыпь на них зерно, пусть счастьем прорастет оно. Сыпь на них монеты. Чтоб ваш дом обходили беды. Хлебом угоститься, значит, с гостями подружиться. Согласен. Как вас зовут? Нина Александровна. Александровна, во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, Спасибо. а я могу вас попросить рассказать об этом заводе немножко? С удовольствием. Спасибо. У Нины Александровны талант рассказывать интересно. Речка называется Тор. Тор. А почему такое название? Здесь скандинавы жили? И это их бог грома? Не могу ничего сказать. Ничего не могу насчет этого сказать. Больших древ... Навряд ли. Вы что, скандинавы? Откуда все? Поморы, откуда появились здесь? Что вы? Это даже не поморы. Да, Это вот- скандинавы там вообще дальше. Ну просто Тор и Тор. Тор и Три буквы, Тор, да. понятно. Тор. А то, что у нас вот здесь, это мельница водяная, а вот здесь вот небольшое здание тоже. Мы, когда дети купались в пруду, они говорили, что там оружейный склад. И мы всегда боялись, там дверь была железная и закрыта всегда. Знакомство с полуразрушенным наследием деятельности промышленных магнатов XVIII века происходит на окраине Верхотора. Местный завод был меньше размерами, чем медиплавильный в соседнем селе Воскресенском. И состояние остатков былого величия гораздо более потрепанное. Но разве это повод не погулять по административному зданию, в котором когда-то проживали управляющие завода? Видно, что этот корпус функционировал и после закрытия завода. И построено все на века. Стены корпуса до сих пор в хорошем состоянии. Искусная кирпичная кладка здания, где стены плавно переходят в потолок, позволяла строителям обходиться без перекрытий. Простое и одновременно сложное решение. Перенесемся к заводской мельнице, которая расположилась на берегу Верхоторского водохранилища, построенного специально для нужд завода. В середине XVIII века симбирскими купцами Твердышевым и Мясниковым начинается строительство медиплавильного завода. Возводят дамбу, достаточно объемное водохранилище и две водяные мельницы, одна из которых до сих пор радует глаз любителя истории. Во время крестьянской войны завод работал на нужды армии Емельяна Пугачева, производя пушки и ядра, а в 1913 году предприятие прекращает свою работу в силу достаточно банальной причины – закончилось сырье. И это лишь малая часть изученного наследия Верхоторского завода. Но село мы пока не покидаем. У подножия горы Таратау на опушке леса расположена еще одна интересная локация. Колодно-бортевая пасека, к которой мы сейчас идем на экскурсию, и встречает нас уже директор геопарка Таратау Артур Мирасович Дельбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, покажете хозяйство? Конечно, пройдемте. Как и полагается, встретили кумысом и чак-чаком. Все в духе наших традиций. Так что на душе стало тепло и радостно. И сил будто бы стало больше, уверенности. И глаз зорче прицеливается, ну а настроение стало особенно хорошим. Ой, какой горячий. С самовара. Это травяной чай. Аромат наш непередаваемый, конечно. Какие здесь травы? фирменный. Здесь душица, зверобой и смородиновые листья. Согревающий такой. Оказывается, что не любой мед, который собирается на территории Башкирии,
это тот самый башкирский мед. То есть он должен обладать несколькими свойствами. Первое. Он должен быть собран башкирскими пчелами. Есть особая популяция, она так и называется бурзянская бортевая популяция среднерусской пчелы. Вот это если по-научному. А так мы ее называем просто бурзянка или башкирская пчела. Вот она, колодно-бортевая пасека и ее хозяева – башкирские пчелы, которые делают правильный башкирский мед. Борть – это дупло на дереве, да, а колода – это то же самое, только вот адаптированное уже установленное на специальных вот таких Ну, вот у вас полянах. тут таких много, я смотрю. И сколько нужно времени, чтобы вот в одной колоде собралось на такое солидное количество меда? Вообще с бортей из колод можно собирать мед только один раз в году. Это после 15 сентября. Раньше собирать нельзя. Почему? Потому что мед должен дозреть. Во всем мире завоевывает популярность лечение и оздоровление в эпидомиках. Что такое эпидомики? Это маленькие домики, где расположены кушетки, где можно лежать, а под этими кушетками находятся ульи. Такая избушка. Да. Пожалуйста. Ну что, пойдешь со мной? Боишься? А кто снимать будет? Ну давай, давай, вот все вы так всегда. Так, идем в домик. Ой, а тут весьма уютненько же. Да. Травы, смотрите, ух ты, ароматно. Так, сколько человек должен пробыть здесь, чтобы получить там один сеанс вот этого курса оздоровительной практики? Ну, вообще хватает 20 минут. То есть у нас сеанс 20 минут, но желающие могут остаться на ночь. Когда абсолютная тишина, очень хорошо слышно легкое гудение. Сложно сказать, что это жужжание пчелы. Это такое, знаете, такое... Я не знаю, берет техника или нет. Но по ощущениям жизнь там активная. В общем, я тут завела себе питомца. Будешь мне мед делать, да? И будет у меня свой апидомик. А здесь вообще лучше остаться на ночь, потому что здесь, мне кажется, идеально высыпаешься, а просыпаешься с видом на такую шикарную гору. Красота, да и только. Богородица Казанский храм – еще одна яркая достопримечательность Верхотора. В 1788 году дочь промышленника Ивана Мясникова, совладельца медиплавильного завода, Аграфена Ивановна Дурасова, организовала в селе строительство каменной церкви. Церкви, которая выстояла и в годы богоборчества. Местные жители рассказывают, что было такое, что один из таких активистов, комсомольцев, вот, он поднимался на колокольню, там и сбрасывал колокола, кресты, но ему помогали тоже тут и другие активисты, молодые, то есть вот тогда комсомольцы. Вот. Но потом он закончил печально свою жизнь. Настоятель храма, протоиерей Валентин, человек, который смиренно принял Дмитрия, показал всю красоту храма. Так выглядит история длиной в 230 лет. Богородица Казанская церковь является одной из старейших не только в Башкортостане, но и во всем Приуралье. Насыщенный на эмоции и новые впечатления день требует хорошего отдыха и восстановления сил.
Для этого я выбрала спа-отель «Шишки», который расположен прямо у подножья горы Таратау. Место новое, красивое, комфортное, встречает гостей пушистый хозяин. С ним-то я и буду любоваться на Шихан и хвалить себя за хорошо продуманный туристический день. Всем доброго вечера! Покажу место, где я сегодня буду ночевать. В спа-отеле «Шишки» есть юрта. Вот такая классическая башкирская юрта с настоящей печкой, с самоваром, вот с такими двухъярусными кроватями для большой компании. Ну и с башкирским бытом. Все красиво, с костюмами. Всем доброго вечера, хорошего отдыха. Добрых снов. Привет, дорогая коллега. Да, привет, Дим. Слушай, а это не ты сегодня на весь Ишимбайский район кричала так, что я даже на большом удалении слышал? А вы, мужчина, не завидуйте. Параплан на Таратау – это фантастика. Я хоть и устала очень сильно, но счастлива. Верю, что ты счастлива почти так же сильно, как и я. Добрых снов. И тебе спокойной ночи. Утро на базе Кук-Караук, что в 5 километрах от деревни Макарова. Чашечка кофе, чистейший воздух, журчание родников и фантастические по красоте ландшафты горной части Ишимбайского района. Завидую сам себе. Впереди путь на водопад Кук-Караук. Отправляясь на водопад, понимаю, что не имел даже минимального представления о красотах Ишимбайского района. Такого разнообразного, такого горного и радующего глаз. Что не панорама, то красота. По пути на водопад Кук-Караук вы, даже если очень хотите, не сможете проехать мимо вот этой красоты. Скала Калимускан. Высота что-то около 70 метров. Возраст, по подсчетам геологов, 350-330 миллионов лет. Как все это считается, одному геологическому богу известно. Но, в общем, очень красиво. И кроме всей этой грубой горной изящности, вы можете побывать в пещере Салават Юлаева. И там мы тоже окажемся. Скала Калимускан удивляет своей масштабностью, и поэтому ее так ценят активные пользователи социальных сетей. Фотографии получаются классные, особенно из пещеры. Известный кинорежиссер Яков Протазанов в 40-х годах прошлого века снимал, в том числе и в этих местах, свой знаменитый фильм «Салават Юлаев».
В этой пещере проходили съемки эпизода, где национального героя Башкир Салават Юлаева пленяют. А чем я хуже, чем Арслан Мубаряков, исполнитель главной роли? Вперед, в пещеру! Ну, в общем, вот пещера, вот она вся. Не сложно, не глубоко, не капово, не киндерлинская. Залезть, но вы видели, очень просто. Вот такая красота. Мы редко задумываемся о том, какая красота нас окружает. Часто это происходит просто потому, что даже не знаем, что у нас на соседней улице. Кали-Мускан – потрясающее место. Место на пути к долгожданному водопаду. Он в паре тройки километров. Водопад Кук-Караук, конечно, не похож ни на один из тех водопадов, которые мы видели, в том числе и в рамках нашей телевизионной передачи. И связано это в первую очередь с так называемой яростностью. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее ярусы, которые визуально добавляют мощи водопаду Кук-Караук. И я вам настоятельно рекомендую приехать сюда весной, когда воды еще много, и ощущения просто фантастические. Перед глазами россыпь огромных камней, с которых падает вода. Породы сложены крайне хаотично, но так даже красивее. Особенно интересно водопад выглядит в верхней части, где кристально чистая вода стекает отдельными тонкими струйками. И вы же помните, что можно бесконечно долго смотреть на то, как течет вода. Красавец! Кук-Караук! Город Ишимбай находится на юге Республики Башкортостан, в 166 километрах от города Уфы. Ишимбай – это благоустроенный, красивый, развивающийся город, в котором появляются современные места притяжения горожан. А когда-то он был первым башкирским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим промышленным городом. Так, что здесь можно посмотреть интересненького? Носки для всей семьи. Буйство красок, моделей и вариантов утепленности. Здесь очень мило. Вот уж не думала, что выбор носков может так затянуть. Здесь принты башкирской пчелы, и батыры, и все, что душе угодно. Скажите, пожалуйста, а правда, что эти носочки вяжутся в Ишимбае? Да, все эти чулочно-носочные изделия представлены в нашем магазине, производятся на Ишимбайской чулочной фабрике. И мы с удовольствием можем вам показать, рассказать о нашем производстве, как вяжется. Экскурсию устроить? Да. Ну что, все вместе идем на экскурсию на Ишимбайскую чулочную фабрику.
Бобины натуральных нитей разматываются на станках, словно кружатся в танце. Натурального молочного цвета еще даже не догадываются о том, как будут выглядеть в готовом изделии. Как бы просто они не выглядели на начальном этапе, изделия весьма модные. Галина Владимировна, такую картину я видела только в кино «Москва слезам не верит». Да, там тоже было ткацкое производство. Это вот пряжа, которая поступает нам на фабрику. В таком виде она к нам приходит. То есть это не окрашенный хлопок, 100% хлопок. И вот у нас с этой стороны как раз стоят ретро-машины, которые вяжут эти изделия из 100% хлопка. Мы можем подойти, посмотреть. Так, сколько лет этой машине? Мне кажется, она меня старше. Данный ассортимент сейчас вяжет. Это чулки женские, как раз именно тот самый бабушкин ассортимент, который гипоаллергенный, вывязывается только с чистого хлопка. Потом эти изделия у нас окрашиваются. То есть мы остались единственным предприятием в России, которые еще окрашивают изделия из 100% хлопка. В общем, это те самые чулочки, которые мы в детстве носили, которые собирались на коленках. Мы их все время подтягивали. Да, это те самые чулочки. Но сейчас уже у вас ассортимент совсем другой. Это современные изделия с современными требованиями, да? Да. Параллельно, то есть старому ассортименту, вот именно бабушкиному, мы выпускаем новые, современные, молодежные модели. На новых аппаратах. На новых вязальных автоматах. Какое все розовенькое! Ух. Здесь и вправду попадаешь в иную реальность, потому что видели мы подобное исключительно в кино. А для ишимбайцев это современные реалии, потому что основанная в 1956 году Ишимбайская чулочная фабрика является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности России и единственным в Республике Башкортостан. Это вот у нас второй этап производства. Это швейный цех, где идет зашивка мыска. То есть вот как раз вот сейчас зашиваются бабушкины носки, которые мы видели, как они вяжутся там. А вот эти наши розовенькие, цветные, да, носочки, как раз вот ваши гольфики, которые мы с вами выворачивали. Так. Их уже зашили мысочек. Это явно мой гольфик. Да-да-да. Теперь он уже как гольфик. Зашитый уже. Качество шва проверено. И дальше эти гольфики уже у нас идут в красильно-выпускной цех. На упаковку. Но сначала еще мы должны их отдать на формировку, чтобы придать им товарный вид. Давайте смотреть формировку. Как эти милые женщины лихо натягивают чулки на станок, любо-дорого посмотреть. Среди них можно было бы устроить соревнования на скорость и профессионализм. Одна быстрее другой. А знали бы вы, как здесь жарко. Каждое изделие аккуратно надевается на манекен и отправляется в печь. Альбина, ну все, мы уже подходим к финальному этапу нашего производства, где носочки подбираются в пары, пристреливается этикеточка, и продукция уже уходит на склад готовой продукции для наших покупателей. Здесь носочки находят свою пару. Наверное, это самый приятный этап конвейера изготовления носков. Увидев весь цикл производства, оценив труд не только машин, понимаешь, что стоить-то они должны очень дорого, а вот цена вполне доступная. Из Ишимбая можно увезти не только новые эмоции, положительные впечатления, но и такие красивые, модные, стильные носочки в подарок друзьям и близким. Оказавшись в Ишимбайском районе, каждый просто обязан увидеть еще одно чудо света, на мой взгляд, Гумеровское ущелье. Оно справа, там же гора Бужатау, которая как бы сторожит вход в это самое знаменитое красивое ущелье, центр агротуризма Бужа. Здесь все называется Бужа, поэтому я тоже Бужа.
Скажите, пожалуйста, как вообще здесь можно отдохнуть? Что можно сделать? У нас много экскурсий. Восхождение на Бужатау можно. Так, ну это в другой раз, я поднимусь еще. Хорошо, там еще пещера у нас есть. У нас очень даже много интересного. У нас можно пеший туризм, конный туризм. Конный туризм? Да. Это не мое. Я как-то зарекся, если честно, больше никогда этого не делать. Так, это иди. Ну, конечно, я, как настоящий альфа, на конную прогулку пригласил двух красивых женщин. Ну, как без этого? На самом деле, они меня больше успокаивают, нежели что-то другое. Гумеровское ущелье, вне всякого сомнения, одно из красивейших мест республики. Сказочные пейзажи, которые радуют не только своей живописностью, но и спокойствием. Здесь табуны лошадей добрососедски делят пастбище с красавицами-коровками. Вы только посмотрите, ну какая красота! Спасибо вам большое. Это было очень классно. До свидания. Пешеходная тропа тянется по берегу реки Зиган к правому притоку Белой. Путь хорошо натоптан, и благодаря речке заблудиться невозможно. По тропе вы пройдете от Бужатау до Муксин-Тау. Это две самые высокие точки ущелья. А гулять здесь можно бесконечно долго. Очень красиво и очень уютно. Дима, привет. Привет, Альбин. Я тут солнечной воды принимаю. Такое яркое, классное солнышко. Ну как отдохнул, расскажи. Отдохнула шикарно. Замечательный Ишимбайский район. Поднялась на вершину горы Таратау, по новой лестнице, между прочим. Окунулась в объятия природы этих мест. Объятия природы. Ну какие объятия природы? Ты просто не видел мой авторский тур. Блестящий, продуманный, выверенный, интересный. Самый главный вопрос, сколько денег ты потратила? 22 700 рублей. Это прекрасно. 13 750 я уже, знаешь, думаю, чтобы тебе такое интересное придумать. Не думай, Дима, я откуплюсь. Держи, сувенир. Made in Ишимбай. Носки. Под цвет платья выбирала. Желтые с пчелами. 144 рубля, да? Прекрасно. Ладно, я принимаю. Мне как раз такие нужны были. Спасибо тебе большое, Альбин. Носи с удовольствием. Это были башкирские каникулы. Пока-пока. Слушай, классно, молодец. Да, смотри, пчелки.